Итак, уважаемые гости, мы продолжаем. Представляем вашему вниманию бойцов, представляющих весовую категорию 5 килограмм. Боец в синем углу, рост 178 сантиметров. Профессиональный рекорд, дебют в смешанном единоборстве. Бойцу 21 год. Представляет узбекистанский клуб «Бек». Встречайте, Изат Султанбаев! Его соперник в красном углу. Рост бойца 185 сантиметров. Чистый вес 71 килограмм. Бойцу 20 лет. Профессиональный рекорд. Одна победа. Боец представляет спортивный клуб «Салах» под руководством Руслана Саитова. Встречайте, Эрджан Джанышбек Улу! Идем далее, друзья. Пятый поединок в рамках ВЭФ 129. Только что ринг-анонсер объявил их регалии. Повторяться не буду. У нас на экранах только что был Изат Султанбаев. Он представляет Республику Узбекистан. И его соперник в красном углу, кыргызстанец Эрджан Джанышбек Улу. Тренером его является Руслан Саитов. Поединок начался. Весовая категория до 71 килограмма. Я думаю, рост вы видите, разницу в росте. 185 сантиметров рост кыргызстанца. Он на 7 сантиметров выше своего соперника. В остальном, в принципе, они схожи. И возраст, в принципе, одинаковый. Узбекистанец лишь на год старше. Я думаю, это несущественная разница. И оба являются мастерами спорта по ММА. Что касается кыргызстанца, это его второй поединок на профессиональном ринге. Для узбекистанца это профессиональный дебют. Лишь один поединок из предыдущих 4 дошел до второго раунда, но во втором раунде, как вы видели, узбекистанец Ихтиор Хасанов практически стал забивать россиянина Виктора Владислава. И в международной категории судья Садыкаширов был вынужден остановить поединок. То есть сегодня полноценных пока 3-раундовых противостояний мы еще не наблюдали. Давайте посмотрим, как сложится в данном случае этот поединок. Конечно, болеем за нашего земляка. Кыргызстанца Эрджана Джанышбек Улу. Пока он сейчас держит центр октагона. Ну, смотрите, разница в росте, она очевидна, и это преимущество Эрджан пока хорошо использует. Узбекистанцу очень тяжело дотянуться на такой позиции. Конечно, узбекистанцу надо сокращать расстояние, дистанцию между ними. Такой, можно ли выразиться, мягкий удар был левой ногой от Эрджана. Он промазал. И вот на такой дистанции, конечно, Эрджану комфортнее. Ручки, ножки будут подлиннее у кыргызстанца. И, я думаю, отсюда он может доставать соперника. Длиннющими руками готовит снова удар слева. Но, вы знаете, выцеливает в голову именно левой ногой. Может быть, была установка от тренера попасть в соперника. Сейчас ногу ухватил узбекистанец. Допускает ошибку. В данном случае Эрджан вышел. И вышел он хорошо. 2 удара пропускает узбекистанец. И вы слышите, как поддерживают местные трибуны, которые сейчас собрались в этом зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» в южной части столицы. Традиционно мы сюда приезжаем для того, чтобы комментировать матчи кыргызской суперлиги. Пропускает узбекистанец очень много. И голову, смотрите, как сильно опускает. Вот на такой дистанции Эрджану очень комфортно. Ему, я думаю, незачем сближаться. Так он будет доставать соперника. Сейчас удар пропускает. По-моему, в паховую часть. Да, точно попал узбекистанец. Злого умысла не было. Видели мы сам момент удара. Сейчас кыргызстанцу надо прийти в себя. И, думаю, получит предупреждение Изат Султанбаев. И затем поединок будет продолжен.
Да, приходит в себя Эрджан Джанышбекулу. Сейчас предупреждение делает Аширов узбекскому файтеру. И поединок возобновлен. Обмен ударами не сильными. Вот сейчас смотрите, какой хороший был момент. Попытка была от Эрджана, но на отходе он пропустил. Эрджан стоит в правосторонней стойке левши. И вот левой сейчас мог попасть, не попал. Выцеливал также. Ну и, думается мне, снова готовит удар левой ногой. В данном случае, да, постоянно надо перемещаться узбекистанцу влево от себя по часовой стрелке. А сейчас он пошел против. И это чревато для него. Но, конечно, у него есть свой тренерский штаб. Ему подсказывают, как действовать. Представляет узбекистанский клуб «Бек» Изат Султанбоев. А вот сейчас снова была попытка нанести удар левой ногой. Подскользнулся Эрджан, снова встал. Сам Эрджан представляет клуб «Салах». Тренером его, как я уже говорил, является Руслан Саитов. И это его второй поединок на профессиональном ринге, в профессиональной карьере. Время уже вышло у нас, да? Да, было остановлено время, из-за этого чуть растянулось время первого раунда. Итак, второй поединок, который переходит во второй раунд по ходу этой встречи, этого поединка. Узбекистанец действительно устал, сейчас им надо отдохнуть. И, ну, даже не боюсь сказать, сколько я турниров комментировал, но в чью пользу эта пауза. Показывают нам моменты. Вот проходит узбекистанец. И вот на отходе, смотрите, момент, как может достать Эрджан своего соперника на такой дистанции. И хорошо здесь ногу выбросил, но не попал. И вот здесь на отходе сейчас, смотрите, удар коленом. И вот на отходах и ему действует лучше. И когда оба бойца входят в клинч, сближаются, даже в этом компоненте Эрджан Джанышбекулу лучше. Однозначно. Ему надо улучшать, ему надо сейчас пытаться нанести более точные удары. Второй раунд этой встречи. По первому раунду, я думаю, точного мнения. Буду говорить только о себе, могу высказать свое субъективное мнение. Чуть лучше действовал кыргызстанец, но преимущество неявное. Так что свое преимущество надо ему укреплять, темп наращивать, точные удары наносить чаще. Удар в прыжке был от Эрджана, он оказался неточным. Ну, такие прямые удары в стойке очень опасны. Вы знаете, если попасть в этом случае по опорной ноге, то это может привести даже к травме. А такое я уже несколько раз наблюдал. Достает своей левой рукой сейчас Эрджан. Ну, остаюсь при своем мнении, что Эрджану незачем, в принципе, сближаться с соперником. Он может вот на такой длинной дистанции его доставать. На средней дистанции это уже будет опасно для него, чревато пропущенными ударами. Эрджан скандирует наш зал, поддерживают кыргызстанцы. И смотрите, снова удар передней ногой, правой по левой ноге соперника. Это тоже опасно. Кстати, комментируя поединки по боксу, я лично у наших заслуженных тренеров Кыргызской Республики спрашивал, если леворукий
боксер выходит против праворукого. Это преимущество для того, кто является правшой или левшой. Все сошлись на мнении, что это не имеет никакого значения. Ну, не знаю, как бойцы думают, но так говорят заслуженные тренеры, что это никакого преимущества не дает, все зависит от мастерства бойца. Ухватился за ногу соперника и удары пропускает. По-моему, был нокдаун. Да, был тяжелейший нокдаун, это было видно. И, по-моему, что-то с ногой у узбекистанца. Давайте посмотрим в этом эпизоде. Да, по-моему, травму после удара получил узбекистанец. Вот здесь удар, 2 удара пропускает. И вот этот момент меня смутил. После второго удара в голову откинул так узбекистанец. И мне показалось, что все-таки нокдаун был. Однозначно нокдаун был. А вот, ну, это не бокс, скажем так, да. За нокдауны здесь победы не присуждают. Победа должна быть присуждена по итогу поединка. Узбекистанец покидает пределы октагона. Дагы бир кезектеги жеңүүчү Эркжан Жанышбек уулу өзгөчө кооз беттешти көрсөттүң. Азыркы буга чейин болгон таймаштардын эң коозу ушул болду да. Анан ишендүү жеңиш болду. Геймплан кандай эле? Жалаң туруп стойкада мушташыңар да, же эмне бири-бириңер менен сүйлөшүп алдыңар беле, партерге которбойсуз, кандай болду? Ассаламу алейкум, бүгүн кешен коноктору, спорт көрөрмандары. Геймплан бизде бутта колду урушмай болчу. Корпуска фронт кик көбүрөөк өткөрүп, моменти келгенде ошо колду кармашым керек эле да. Оюмча болушун аткардым геймпланды. Рахмат, чоң.